дальше, короче, у меня уже мысль улетела, блин. Вспомню, потом будем говорить опять. Так, земельный конфликт в Заурале имел давние корни. Как утверждали русские старожилы, после царя Кучума и взятия Сибири из Стари теми, какие-то слова странные, из Стари теми землями владели тобольские, тюменские служилые и остаточные татары для промыслов. А башкирцы жили из Стари за горами Уфимской уезде. И лишь во время башкирского восстания 1662-1664 года, когда они, башкирцы, великим государем изменили, не хотя ясаку платить на Уфе, они якобы от того воровства бежали в уфимской стороны к Каменю, на сибирскую сторону, и живучи на тех землях из их башкирцев умножилось. Однако рассказанная история была далеко от истины. Дело в том, что во время завоевания Сибири башкиры кланов Табын, Сынрян, Бикатин, Мекетин, частично Айле были в числе наиболее преданных приверженцев сибирского хана Кучума, сына Муртазы. Нифига себе, Муртаза Рахимов. Короче, у меня врубается постоянно, сори, у меня интернет врубается постоянно, так что я буду подключаться заново. Башкирские кланы Катай, Сальют, Сальджут, Терсяк, Шуран и другие, напротив, были противниками царя Кучума. Однако ни первые, ни вторые, в силу административно-политической неразберихи, царившие в Заурале в первой половине 17 века, не получили грамот, подтверждающих их вотчинные права на земле. Ситуация осложнялась также тем, что в 1635 году по указу царя Михаила Федоровича башкиры Балакатайской, Салжиутской, Каратабынской, Кушчинской и Айлинской власти ввиду нашествия калмыков, айратов, были временно переселены по всю сторону Урала. Значительная часть членов этих кланов затем вернулась обратно в Зауралье. Поэтому у русских старожилов, обосновавшихся в Сибири, не ранее, с начала 17 века, возникло ошибочное мнение относительно времени поселения там башкир. Претензии башкир Зауралья затем были признаны законными, и в течение 18 века в их вотчинные права были подтверждены правительством. Однако за прошедшие десятилетия тяжб и спор в Сибири и Заурале на якобы поросшей земле были построены десятки острогов, крепостей, сел, слобод и заводов. Далматов монастырь 1644 года, Катайский 1659, так, и Колчеданский 1673, Остроги, Арамильская 1675, Акуневская 1676, Белоярская 1682, Верхняя Миасская 1685, Багарякская 1688, Песчанская 1688, Уктусский завод 1702 и множество других населенных пунктов. Башкиры Зауральской власти Сибирской дороги неоднократно обращались к верховной власти, однако она, официально запрещая захватывать башкирские вотчины, в реальности ничего не могла поделать со стихийным процессом колонизации Восточной Башкирии. Русский историк Дмитриев писал: русские люди силой сгоняли башкир их старинных вотчин, тем, конечно, сильно восстанавливали их против русской власти. Отсюда происходили нескончаемые поземные споры, находившие до поголовных бунтов башкир против русских людей. В действительности башкиры были стародавними насельниками Исетского края и прилегающих к нему с юго-запада, запада, где-то в Оренбурге, что ли? С озерного бассейна в южной части нынешнего Екатеринбургского уезда. Хуйня какая-то. Екатеринбургский уезд, юго-запад. Хуйня какая-то. Со временем башкирского восстания 1662 года, 1664 года прошло 40 лет. В течение которых башкиры Заурали один за один пытались остановить русскую колонизацию своих земель. Огромная протяженность Башкирии с запада на восток, а также обычное доминирование частной выгоды над общими интересами затрудняли объединение усилий всего народа для защиты отдельно взятой волости или нескольких властей. Поэтому башкиры Заурали прибегали к иным способам борьбы. В 1695-1696 годах у них случился локальный бунт. Около 500 башкир собралось у озера Иртяж, и приехавшим из Тобольска служилым людям сказали, что в земель и угодья башкирских их жилищ досматривать и мерить впредь не ездили. Зачинщиком мятежа был башкир Бикатинской волости Юмагужа Ишкарин, который заявил, у них же с казачьей ордой и с каракалпаками мирно, и у всех у них башкирцев с ними одна дума. Побив где всех русских людей, пойдут они башкирцы в казачью орду и каракалпаки. И, собрався с ним, придут на свободы войной, и все де свободы разорят без остатку. Слова Юмагужи и Шкарина не были пустыми угрозами. На протяжении нескольких последних лет Тобольский уезд подвергся опустошительным набегам войских людей казачьей орды и каракалпаков, о чем подробно сообщается в сибирской летописи своде. В 198-1690 они напали на Тарханский острог, захватили в плен более 30 человек. Так, здесь теперь примечание почитаем. Так, Рахмат, 2 человека, 4 человека сидят. Так, ныне город Катайск, или село Колчедан, Свердловской области. Город Катайск, Свердловск. Второе. Ныне город Арамиль, Свердловская область. Ныне село Акуневское, Курганская область. Ныне поселок городского типа Белоярский, 45 километров от Екатеринбурга. Ныне село Багаряк, Челябинской области. Ныне город Екатеринбург. Короче говоря, вот я что прочитал, суть этой истории вообще в чем была, я вам еще раз напомню. Примечание, как раз я читаю сейчас. О том, что вот это то, что я вам сейчас прочитал, это все земли Башкортостана. Понимаете, да? Вот, последнее, что я вам написал. Город Екатеринбург. Это все земли Башкортостана. Нихуя не там узкожопых. Понимаете? Узкожопые — это колонизаторы, которые пришли на наши земли и начали, блядь, его вот так отгрызать, как крысы ебаные. Понимаете? Поэтому нахуй, всех нахуй, ублюдков нахуй, выселить нахуй во всех, блядь, ублюдки, которые не признают нашу независимость нахуй. А отжимать буду я нахуй все земли, которые будут по истории нашей. По истории нашей все будем отжимать. Договор будет только с казахами. А с вами нихуя ничего не будем договариваться. Нихуя. Казахами только мы будем по-братски что-то там растусуем эту историю, потому что там тоже что-то там, я вам в тот раз говорил уже, что что там, Кустанайская область, это все Башкортостан было. Там еще какой-то, не помню, еще какой-то город. Короче говоря, вот эти все темы будем еще раскидать будем, иншаллах. Но если мы наверх пойдем, Перем, Коми, если это все наше будет, как говорится, хуй с ним, это все, как говорится, замнем. А вот то, что по бокам, блядь, нахуй, по бокам, вот если смотреть, блядь, снизу вверх, нахуй, по бокам все наше. Имейте в виду, нахуй. Там Татарстан хапнет все свое, я согласен. А эту сторону, Сыбирь, блядь, Сыбирь сторона все наша. Челябинск, Екатеринбург, вот этот Миас, который огрызок делает, нахуй, листочек
Всегда говорят, это как листочек, кленовый листочек, блядь, дубовый листочек, нахуй, наш Башкортостан. Нихуя подобного, ничего вот этого огрызка там не должно быть, нахуй. Она была вот такая, она была огромная, блядь. Круг, может, был он, блядь, я не знаю, какой он был. А его отгрызли, сделали вот такой поебутину какую-то, блядь. Если на карту смотреть, блядь. Это вам, нахуй, не это, блядь, как это, не Уганда, нахуй, или как там, Уганда, или что, блядь, сердце Африки, блядь. Это, нахуй, не сердце России, блядь, мы, нахуй. Потому что, блядь, у нас огромное, нахуй, там, если на то пошло, огромное сердце должно быть, нахуй. Там не кусочек вот такой, блядь, огрызок. Так, читаем дальше. Поэтому отжать все земли отжать, блядь, чтобы узкожопых рядом не должно быть вообще, нахуй. Не хотят, нахуй, нашу независимость, пиздуйте в свои московское болото, блядь. Все, тема такая у нас. Так, что тут сейчас последнее предложение начнем? Так, в 1690 году они напали на Тарханский остров, захватили в плен более 30 человек. Да, тарханских татар, какие-то тарханские татары. Тарханских татар побили человек с 20. Из Тюмени и Тобольска за ними выступили более 700 казаков и татар. Но настичь воровских людей не смогли. В 1999, 1691, что за нахуй, блядь, 1999, блядь, что за нахуй цифры какие-то там. Короче говоря, в 1691 году пришед безвестно воинские люди, казачьи орды, бисермены, блядь, тут бисермены, сейчас мусульманы, здесь бисермены, блядь, иногда так. Бисермены Тобольского разряду развоевали верх Тобола, реки Две Слободы, Утятскую да Камышскую. Многих беломестных казаков и крестьян убили, и около 200 человек взяли в полон. Блядь, опять какие-то цифры. Что за цифры, нахуй, в тысячи, не в тысячи, а в 7200. Что за нахуй цифры какие-то? Может, это лист там, откуда они печатают, блядь? Не знаю, в 1692 году пришли безвестно воинские люди, казачьи орды, татара, охуею, то есть башкиры и каракалпаки вверх Тобола реки на деревне Слободы, Царево, Городище и развоевали Утятскую Слободу. Теперь вот здесь остановимся сейчас. Теперь я понимаю. Я в тот день тоже говорил об этом. Мы тут одним чуваком гадали в Телеграме, почему же, блядь, мне попадаются девушки узкоглазые в Тюмени. Тюмень, Тобольске. Вот они, блядь, нахуй. Каракалпаки они, блядь. Нагайцы, каракалпаки. Вот они почему такие. И их назвали татарами. Эти узкожопые назвали их татарами. Поэтому, как говорится, сибирские татары там образовались. Ну, может, и были татары, так называемые. Ну, в идеале корень это каракалпаки, значит, получается. И нагайцы. И их сделали, нахуй, одним группы, нахуй, татарами сделали, и все. А идентичность их, нахуй, не поменяешь. Узкие глаза, блядь. Это явно не татары, блядь, нахуй, узкими глазами, блядь. И их причислили к татарам, нахуй. А по идее, нахуй, татары какие должны быть? Хуй кто знает, блядь, какие они должны быть, нахуй. Европейные лицо должно быть у татар, блядь, если на то пошло. Если смотреть на моих этих родных, так скажем, блядь, татар, блядь. Их явно не скажешь, что они узкоглазые, блядь. Поэтому, как сказать, блядь, кучумовские вот эти татары, это не татары, это конкретно, мы теперь понимать будем, каракалпаки и нагайцы. А мы с ним говорили, что это казахи, наверное. Нет, тут получается, а может и казахи тоже перемешку. В итоге, короче говоря, смесь вот этих, у кого есть узкие глаза. Все. И тут вот идет еще суть башкортла. Еще смесь башкортов вдобавок. Понимаете? Если там шареблись вот эти тарханы, туда почему-то они ходили туда. Получается, значит, все это, получается, кучумовскими, они были вась-вась нахуй. Вот примерно так. Это значит, каракалпаки, верх Тобола, Тобол, ну, поняли, да, Тобольск, город Тобольск, Тобол, Тюмень, Тобол, вот эти места, блядь. Это все, значит, получается, грубо говоря, татары и башкир, блядь, земли, блядь. Нихуя нахуй не узкожопых. Сори, понимаете? Короче говоря, идем дальше. Слобода, Царево, Городище и развоевали Утятскую Слободу. Вот это меня убивает татарская слобода. Или какая слобода есть, блядь, в Татарстане, вот эта слобода. Это значит, получается, это, сука, блядь, вот эти Городище, Царево, Городище и развоевали Утятскую Слободу. Это, получается, это узкожопые какие-то, не знаю, блядь, проекты какие-то, нахуй. Я не знаю, что такое, блядь. Понимаете, блядь, вот это, сука, в Казани, нахуя его тогда оставили до сих пор, что вот это какая-то слобода, блядь, татарская слобода. Какой нахуй с этим татарская слобода? Это узкожопая слобода, блядь. Лобода, блядь. Лабуда, нахуй. Сука, блядь. Захватив Ясы, они отошли в степь. Ясы, что такое, хз, блядь. Они отошли в степь, посланная за ними сотня беломестных казаков, блядь, что за беломестные казаки? Казаков было разбито, погиб сотник и 45 человек. Наконец, самый большой урон тобольцам был нанесен, блядь, какая-то цифра, в 1693, когда воровские казачьи орды и каракалпаки, блядь, опять татары, то есть башкиры, напали на Ялуторовскую Слободу, блядь, опять Слобода. Убили на лугах 42 беломестных казаков и крестьян, взяли в плен 69 человек обоего пола. За ними в погоне пошел дворянин Василий Шульгин с отрядом тобольских детей, боярскими казаками, служилыми татарами и крестьянской вольницей. Всего несколько сот человек. Однако отряд Шульгина был разгромлен, и у озера Семискуль, блядь, где-то, хз. Причем в бою погибло 357 человек. На следующий 222 год, блядь. 1694 год, короче. Воинские иноземцы, казачьи орды и скаракалпаки разорили Чумляцкую Слободу. Крестьян и беломестных казаков, и их жен, и детей, и братей побили, захватили в плен 33 человека. Это не казахи, это казаки вот эти. Хуй его. Донские казаки, хули там делали, я не могу понять, блядь. Или беломестные казаки, блядь. Что они там делали, блядь, я не могу понять, блядь. Что получается, казаки, блядь. Это кто с кем, блядь? Это украинцы или узкожопые это, блядь? Что за, сука, нация это, блядь? Казаки, блядь, в Сибири, блядь. Хули они там потеряли, блядь? Получается, до такой степени, сука, это Петроградная, блядь, хуйня раскидала по всей Пидороссии, блядь, все своих предков, нахуй, блядь, туда-сюда отправлял, блядь, гандон, блядь, чтобы вот эта смесь бульдога с носорогом появилась. И, конечно, тут, нахуй, в России хуй поймешь, кто, блядь, сейчас теперь, блядь, переебанные, весь мир, блядь, и там не поймешь, блядь, кто они, нахуй, блядь, по идее. Вот и различи своих, блядь, оттуда вытаскивай, нахуй. Я же вам всегда говорил, что в Башкортостане очень много украинцев, очень много, да хуя и больше, блядь, украинцев там. Ну, блядь, они как-то, блядь, я не знаю, блядь, ну, если в хутор их не попадаешь, ну, так, аул какой-нибудь, ну, ты можешь различить, что это украинцы. А если так, просто вот так, если где-нибудь в центре встретишь, ты хуй различишь, кто он, блядь, хз, кто он, блядь. Понимаете, вот такая хуйня, блядь. Идем дальше. Но
У меня в ауле тоже были украинцы, а мы их точно различали хорошо. Очень хорошие люди были. Сейчас, конечно, за кого топят они, я не знаю. Так, взятый в плен в бою озера Семискуль крестьянин Ялуторовской слободы Левка Ушаков после своего возвращения рассказал, кто стоял за этой серией нападений на Остроги и Слободу Тобольского уезда. 200, опять, блядь, какая-то цифра, в 201 году, блядь, какой 201 год, я не могу понять, блядь, в 1700 году, блядь, какой-то календарь у них был, 201 год, что ли? Что, сука, какой-то Петр Первый, какой-то гандон пришел, он создал, блядь, новый календарь, что ли? Вот это я не могу сейчас курить, блядь. Вот это что-то мне не доходит, блядь, вообще, блядь. Почему в 201 году, блядь? А в идеале вообще другой год, короче, там говорится. Сори, блядь, что-то, блядь, насморк. Так, окей, в 201 году, это, как мы поняли, 1694 год, блядь. Почему так? Сука, у них какой-то календарь был, пидоров. Взяли его лев казачьей орды, воинские люди в полон, с бою, в то время как побили в Тобольском уезде у Семискуля озеро Тобольского дворянина Василия Шульгина с ратными людьми и везли его левку и многих русских людей до Каракалпаков, связано 36 дней, а было две казачьи орды и Каракалпаков 1300 человек. И как их взяли, и он где левка видел русского человека, яицкого казака до 6 человек башкиров, а те, где башкирцы были с ними на бою. Да, в Каракалпаках же живут башкирцы во многих юртах с женами и с детьми заодно, и на войну ходят вместе, и вожам на слободы. На слободы бывают, они же башкирцы. Башкиры были не только вожами, то есть проводниками, но и вдохновителями и инициаторами нападений. Понимаете, какие нахуй были они? И знатно, и потому их наущению та орда под слободы подбегает и разоряет по все годы, чего прежде всего не бывало. Начальник главного правления казанских и сибирских казенных заводов Татищев прямо указывал, что башкир свои нападения на русские селения чинят под именем Каркалпаков, казачьей орды и других своих соседей. Короче говоря, вот эта казачья орда, это, наверное, казахи, наверное, вот эти. Почему казачья? У них не казахская орда, казачья орда. Что, не могу понять, блядь, кто такие нахуй? Так, окей, в 1694 году, видите, 1694 год, вернулись, блядь. Батыр Айлинской волости Урака Юлдашбаев. Его люди были в казачьей орде и в Тевкихановом людьми шартовали и договорились, чтобы им весной соединять всем в обще казачьей орды с людьми прийти на слободы войною. Короче, мы так поняли, вот так, слобода это ебаная нахуй, это узкожопые нахуй какие-то аулы, наверное, блядь, которые они, блядь, пришли и, получается, присвоили. Внутри Башкортостана, внутри Сибири, внутри Татарстана, само собой, блядь, татарская слобода, блядь. Узкожопая слобода и была, блядь, его просто почему-то татарская слобода, или как его, правильно говорили, нет? Татарская слобода. Или какая-то казанская слобода. Бля, я не помню, как это называлось, блядь, что за слобода, блядь. Короче, слобода Милошевич, нахуй.